Возвращение к нормальной жизни без принятия адекватных мер безопасности сразу после заявления китайских властей о том, что эпидемия взята под контроль, вызвало опасения повторного распространения вируса в уйгурском регионе. В подконтрольной коммунистической партии Китая Народной газете была опубликована статья о том, что начиная с 12 марта в уйгурском регионе были возобновлены строительство, добыча и переработка нефти, а также работа текстильных фабрик. Во всех школах региона снова началось обучение. Тем не менее, местные жители утверждают, что власти не приняли мер предосторожности в сфере здравоохранения и говорят, что повторная вспышка эпидемии может привести к серьезной катастрофе. В газете также содержится информация о том, что по состоянию на 20 марта на фабрики и заводы Хотана, Кашгара и Урумчи было отправлено свыше 20 тысяч уйгуров и других тюрков со всего уйгурского региона. По информации газеты, в ближайшие дни число трудовых узников увеличится до 50 тысяч. Писатель-публицист Тугрул Сельман-Углу, который сделал оценку относительно коронавируса в программе «Открытый разговор» на телеканале Акит ТВ, указал на репрессивную политику Китая в уйгурском регионе. Отметив, что китайские власти не оставляют даже детей, отнимая и направляя их в интернаты, Сельман-Углу сделал следующее заявление. «Я верю, что все, что мы сейчас переживаем, является результатом мольбы того мужчины, который обратился к Всевышнему с просьбой отомстить за них». Говоря о нарушениях прав человека и жестоком обращении к мусульманам в Палестине и уйгурском регионе, где в китайских лагерях подвергаются пыткам невинные люди, Сельман-Углу сказал следующее. «Разве это не поучение для мира, который на данный момент стоит на коленях перед этим вирусом?» Правительство Британии во главе с Борисом Джонсоном выразило недовольство действиями Китая во время эпидемии и заявило, что после завершения кризиса Пекин будет призван к ответу. Британские чиновники обвинили Китай в распространении ложной информации относительно данного вируса. По информации местной прессы, специалисты сообщили Джонсону о том, что Китай озвучивает цифры, занижая их от 15 до 40 раз. Чиновники заявили, что цель Китая, намеренного увеличить экономическую мощь путем оказания помощи другим странам, вполне ясна. По данным официальных источников, после завершения кризиса будет проведена дипломатическая переоценка. Политики отметили, что Китай должен расплатиться за халатность. Результатом данного заявления правительства Джонсона может стать отказ от технологии 5G, которые должна была предоставить Англии китайская компания Huawei. Подписав договор с Huawei, Джонсон столкнулся с негодованием союзников, в том числе и главы США Дональда Трампа. Между президентом США Дональдом Трампом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, темой которого стал нефтяной кризис. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джуд Дир. Дир заявил, что оба лидера согласились с тем, что стабильность энергетического рынка крайне важна. В заявлении Кремля отмечается, что Путин и Трамп обсудили текущую ситуацию на нефтяном рынке и договорились продолжить консультации посредством министров энергетики. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган сообщил о начале национальной акции солидарности, сделав следующее заявление. «Мы начали акцию с девизом «Мы способны справиться вместе» и открыли специальный счет. Лично я отказываюсь от 7-месячной заработной платы в пользу акции». К акции также присоединились и другие члены правительства, выделив 5 миллионов 200 тысяч лир. После заседания Кабинета министров Эрдоган обратился к народу следующими словами. До сегодняшнего дня для больниц и других медицинских учреждений было выделено 24 миллиона хирургических масок, более 3 миллионов масок N95, свыше 1 миллиона защитных комбинезонов и 181 тысячи защитных очков. Также мы располагаем мощностями для увеличения производства данных материалов.